В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Основные цели и задачи программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. Как реализуется республиканская адресная программа дирекции жилищного строительства Якутии, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Ким Мандаров, заместитель генерального директора дирекции жилищного строительства республики. Ким Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой план по переселению граждан из аварийного жилья сейчас предусмотрен на этот год? И сколько вообще жителей Якутска планируется расселить на сегодняшний день? Так, в 2026 году в Республике Саха-Якутия действует республиканская адресная программа по переселению ветхих аварийных домов, признанные таковыми после 1 января 2017 года. Так называемая одногодовая программа, утвержденная постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 26 сентября 2025 года под номером 392. В эту программу предусмотрено переселение 1922 граждан в общей сложности 788 жилых помещений. Что касается по городу Якутску, указанные в одногодовую программу включены 379 жилых помещений. Получается у нас 1057 граждан. Общая площадь аварийного квадрата будет 13 753 квадратных метра. Что насчет общей площади аварийного жилья, подлежащего ликвидации в этом году, какова вообще общая площадь? Ну, как я уже сказал, повторюсь, общая площадь по городу Якутску будет составлять 13 753 квадратных метра. Это в Якутске? Это в городе Якутск. А кто имеет право на переселение из аварийного жилья, категории, направления? Переселение имеет право собственник и наниматель жилого помещения. То есть у них нет определенных критерий, то есть если... Да, наниматели, те, кто живут в данных жилых помещениях, обязаны получить равноценное жилое помещение. Также собственники. А Ким Дмитриевич, как узнать о включении дома в программу переселения? Может быть, сайт есть? Узнать можно по несколькими способами. Это на официальном сайте органа местного самоуправления, либо в администрации города. То есть по каким-то ключевым признакам, в доме, то надо уточняться в администрации. В администрации, хорошо. А что вообще положено собственнику аварийного жилья, так по категориям, можно пройтись, и должен ли собственник быть обязательно прописанным в этом помещении? Нет, не обязан. Достаточно быть собственником жилого помещения. Собственникам положено жилое помещение ранее занимаемой площади, но не меньше. Соответственно, должно быть, если возьмем на примере 50 квадратных метров, то будет, соответственно, 50, более 50 квадратных метров, но не менее. А больше то тоже может быть? Да, возможно. Примерно и больше. Более 54 тысяч жителей были переселены из аварийного жилья в период с 19 по 25 год. И Якутия занимает, как мы знаем, 4-е место среди регионов России. За счет каких вообще факторов удалось достичь вообще таких показателей на сегодняшний день? Да, действительно, за период с 2019 по 2025 года из аварийного жилья в Якутии переселено более 54 граждан. По этому показателю республика занимает 4-е место среди регионов Российской Федерации. Такие результаты не являются случайными. Они стали возможны благодаря сочетанию нескольких ключевых факторов. Это совместная работа администрации районов, городов, получается, и поддержки софинансирования республики и федеральный бюджет. Это на ваш взгляд, хороший показатель, да, 4-е место? Это хороший показатель. А известны ли другие города, кто нас опередил, так скажем?
Не могу знать. Ага. И хорошо, тогда вот когда планируется полностью завершить переселение из аварийного жилья, вот признанного таковым до 1 января 2017 года? По переселению граждан из многоквартирных домов, которые были признаны до 1 января 2017 года, установлен четкий план-срок завершения благодаря изменениям, внесенным в законодательстве. Такие завершение данной программы планируется до 1 сентября 2028 года. Когда заработает новый этап программы на 2025-2030 годы? И главное, попадут ли туда дома, которые вот стали аварийными уже после 2017 года? Кто не успел, да, туда попасть, я так понимаю? Да, вопрос о новом этапе программы, который формально охватывает период 25-30 год, требует четкое разъяснение. По данным моментам приоритетом является завершение предыдущей программы, то есть действующей программы, которая до 1 января 2017 года признаны дома аварийными. После завершения этой программы уже будет разрабатываться план по расселению по 25 и 30 годы. А вот многие жители аварийных домов, вот, например, не хотят ждать новостройку, да, и предпочитают получить деньги или, возможно, сами купить жилье. Вот когда можно будет подать заявление на выплату вместо квартиры? В какой период? Да, у них есть два выбора. Либо получить жилье от государства, либо денежную компенсацию. Это на усмотрение собственника. Если хотят получить денежную компенсацию, они обращаются в администрацию, пишут заявление, необходимые документы предоставляют и, соответственно, получают денежную компенсацию для приобретения жилья по рынке. А если вот какие-то критерии, бывают ли моменты, когда не одабривают или всегда одабривают? Нет, это по заявлению. То есть всегда подал заявление и, собственно, получил. А в течение какого времени получают? По рассмотрению комиссии. Ким Дмитриевич, спасибо, что сегодня к нам пришли. Думаю, достаточно полезная информация сегодня для наших телезрителей. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.